В конструкциях многих физических приборов имеются линзы. Именно они преломляют падающие на них лучи и позволяют получать изображение предметов. Линзой называют прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями. Линза, у которой края толще, чем середина, является вогнутой. Она рассеивает в воздух падающий на нее свет и поэтому называется рассеивающей. Так рассеивающая линза обозначается на рисунках. Построим изображение светящейся точки, даваемое рассеивающей линзой. Направим на линзу луч 1, проходящий через оптический центр. Он пройдет через линзу, не преломляясь. Луч 2, параллельный главной оптической оси, после преломления пройдет через главный фокус линзы. Продолжения этих двух преломленных лучей пересекутся в точке S'. Она является изображением точки S. Изображение, которое дает рассеивающая линза, является мнимым. Оно получается при пересечении не лучей, а их продолжений. Линза, у которой середина толще, чем края, является выпуклой. В воздухе она собирает падающий на нее пучок света и поэтому называется собирающей. Так собирающая линза изображена на рисунках. Световые лучи обратимы. Для построения изображения светящейся точки достаточно знать ход двух основных лучей в линзе. Построим изображение в собирающей линзе. Луч света 1 от точки S пройдет через оптический центр собирающей линзы, не преломляясь. Луч 2 проведем параллельно главной оптической оси. Преломившийся луч пройдет через главный фокус линзы F. Точка пересечения S' этих двух лучей после преломления в линзе и будет изображением точки S. Оно получено при пересечении двух световых лучей и является действительным.